В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего понедельника. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Развитие авиационной отрасли региона обсудили сегодня в правительстве Якутии с федеральным ведомством. Между тем, первый этап по переводу авиадиспетчеров из старого здания в новый центр начался в столице. Также в аэропорту Якутска появилась новая услуга по отправке малогабаритных грузов. Более десятка административных дел возбудили в Ленске за нарушение антиковидных мер. Также в районе отметили снижение количества больных коронавирусом. Чистить проезжую часть после обильных осадков продолжают в Нерюнгри. В период работы техники движение на улицах ограничено. Самый масштабный фейерверк в Якутии. Администрация города Мирного потратит почти 1,5 миллиона рублей на новогодние спецэффекты. Такое решение обосновали эпидбезопасностью. Вопросы развития авиационной отрасли региона сегодня обсудили в правительстве Якутии в рамках визита замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрия Ядрова. Так, в формате ВКС прошло совещание с участием федерального гостя и исполняющего обязанности председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова, где все курирующие министерства и ведомства отчитались о проделанной работе. На сегодня в регионе реконструируют несколько аэродромов, работы которых, по словам Дмитрия Ядрова, идут без отставания от срока. Проблемы имеются по взлетно-посадочной полосе аэропорта Якутск, и этот вопрос на сегодня остается открытым. Да, действительно, мы на сегодняшний день вышли из тех запланированных графиков по реализации реконструкции аэродрома. И в 2021 году у нас будет определенный период времени, когда взлетно-посадочная полоса будет работать в сокращенной дистанции 1600 метров. Также обсудили работы, связанные с водоотведением, и те запланированные мероприятия со стороны Республики Саха-Якутия по водоотведению. До 15 декабря поставлена задача выработать окончательные решения, связанные с водоотведением, связанные с возможностью выполнения параллельных работ по строительству, по реконструкции взлетно-посадочной полосы и проведению работ по отведению, чтобы не столкнуться с той ситуацией, которая у нас случилась в 2019 году. Далее Дмитрий Ядров встретился с главой Якутии. Они обсудили вопросы реконструкции аэропортов в рамках федерального проекта региональных аэропортов и маршрутов. Так, по данному проекту запланирована реконструкция 15 аэродромов с общим лимитом почти 40 миллиардов рублей до 2024 года. Также Росавиация предлагает внести в этот список до 2030 года еще 11 аэродромов с лимитом 40 миллиардов рублей. Рассмотрели ли вопросы создания дальневосточной авиакомпании? На сегодняшний день протоколы первого заместителя правительства Андрея Рымовича Белоусова Росавиации выполняются, ведется обсуждение продажи авиакомпании «Авроры» Сахалинской области. Также направлен на сегодняшний день проект директивы от ПАО «Аэрофлот» в адрес Росимущества. После его согласования проект директивы будет направлен в правительство Российской Федерации. Эту работу мы планируем завершить до 1 января 2021 года. Также сегодня в Якутске открылся новый центр управления полетами. На территории страны их всего 15. В нашем регионе построили не только новое здание, но и создали новую структуру воздушного пространства. Она включает в себя оптимизацию и ввод новой автоматизированной системы. Центр оснащен самым современным оборудованием, обеспечивающим прежде всего безопасность полетов. Конечно же, благодаря решениям президента страны, правительства Российской Федерации, у нас в Якутске замечательный такой объект появился. Правительство республики тоже помогало строительству, и у нас до конца 2021 года еще также запланировано благоустройство близлежащих территорий, в том числе асфальтирование прилегающих улиц. Подробнее о том, как начался первый этап по переводу авиадиспетчеров из старого здания в новый центр, сюжет Ульяны Шагиной.
Yakutsk, Korea 082 over 2D, flight 360, squawk 3002. Авиадиспетчер Иван Кудин общается с корейским бортом. Командир воздушного судна, входя в зону ответственности диспетчера, приветствует его и докладывает свое местоположение. Иван в этой профессии уже 4-й год. Работа не просто напряженная, но и крайне ответственная. У дирижеров воздушного движения, как принято их называть, нет права на ошибку. Ведь от их умений, навыков и слаженной командной работы зависят жизни тысяч пассажиров, находящихся на борту. В течение смены мы должны внимательно следить за воздушной обстановкой, не отвлекаться на посторонние дела, разговоры, телефоны. Рабочее место авиадиспетчера чем-то похоже на пульт управления космическим кораблем. Невидимые нити управления воздушными судами, прибывающими и отправляющимися в полет из столицы республики, ведут к диспетчерской вышке. Отсюда аэродром виден как на ладони. В сутки здесь обеспечивается безопасность прилетов и вылетов от 60 до 100 воздушных судов, с экипажем которых диспетчеры находятся на постоянной связи. Коллектив прошел персонал обучения на новой системе, автоматизированной системе ТОПАЗ. Полное обучение, готов к работе на новой системе, которая позволяет автоматизировать некоторые процессы ОВД и сокращает время на координацию между другими диспетчерскими смежными пунктами. Но никакой современный компьютер не заменит живого человека. Чтобы не терять навыки и быть в постоянном тонусе, диспетчеры поддерживают свою квалификацию в специальном тренажерном центре. Прямо за стеклом здесь сидит инструктор, который готовит диспетчерам к этим внештатным ситуациям. Это может быть и гололед, и отказ двигателя. Любая ситуация, к которой диспетчер должен быть готов на все 100%. В укрупненном центре сейчас проходит тестирование новой автоматизированной системы. Переход на новую систему – сложный технологический процесс, который производится в несколько этапов. Оборудование достаточно дорогостоящее, потому что здесь реализованы дополнительные функции. Есть такие функции, которые еще нигде в Российской Федерации не были применены. Новая система позволит снизить эксплуатационные расходы, а также повысит пропускную способность воздушного пространства в зоне ответственности якутской аэронавигации. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. В аэропорту Якутска появилась и новая услуга по отправке малогабаритных грузов. В пассажирском терминале заработало соответствующее окно по приему посылок, в том числе деловых писем. Но предупреждают, что есть требования. Какие, знает Агафья Гоголева. Подготовленные к пересылке вещи должны быть хорошо упакованы и подписаны. Вес посылки не должен превышать 30 килограммов. Стоимость отправки будет рассчитываться исходя из веса и дальности пересылки, а также в зависимости от перевозчика. Якутяне могут отправить посылки в города России и во все районы республики в соответствии с расписанием полетов аэропорта. Услуга работает сейчас в тестовом виде. Больше испытываем. Спрос, как оказалось, очень большой, поэтому будем корректировать. Услуга, как оказалось, очень нужная. Будем развивать эту услугу, так как она для населения очень актуальна. Пункт приема только заработал, а у желающих отправить посылки уже есть претензии к обслуживанию. Якутян беспокоит, что в службе работает всего один оператор, из-за чего много времени уходит на оформление, заполнение, взвешивание груза и так далее. В связи с высоким спросом на данную услугу завтра ведут еще одного сотрудника. Сегодня рейс у нас 15:50 вылет. Думала, с утра в 8 приду, сдам багаж и улетит. Ну, если даже не сегодня улетит в пятницу, следующий рейс. Сегодня не приняли, потому что сказали за сутки. Как за сутки могу сдать на понедельник, если у них выходной суббота-воскресенье? Уже никак. Я говорю, возьмите на пятницу. Она говорит, на пятницу не беру, только за сутки. В четверг, значит. Это я должна катать вот этот весь вес зад-вперед. Все малогабаритные посылки принимаются и отправляются не в день вылета самолета, а на ближайшем рейсе. Но, по словам представителей аэропорта, все пожелания в будущем будут учтены. Более подробная информация о правилах приема малогабаритных грузов выставлена на официальном сайте аэропорта в разделе «Грузовой терминал». Агафья Гоголева, Илья Сыромятников, Якутск. Сейчас короткая реклама и смотрите далее в программе. Более десятка административных дел возбудили в Ленске за нарушение антиковидных мер. Также в районе отметили снижение количества больных коронавирусом. Чистить проезжую часть после обильных осадков продолжают в Нерюнгри. В период работы техники движение на улицах ограничено. Самый масштабный фейерверк в Якутии. Администрация города Мирного потратит почти 1,5 миллиона рублей на новогодние спецэффекты. Решение обосновали эпидбезопасностью.
Это итоги дня. Продолжаем программу. 214 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Якутии за минувшие сутки. По данным оперативного штаба, из них в Якутске 110. По 11 новых случаев зафиксировали в Алданском и Нюрюнгринском районах, 9 в Алекминском. В Горном и Мегино-Кангаласском по 8 заболевших, в Амгинском и Верхоянском по 7. Также в Вилюйском районе обнаружили 6 случаев. Во многих других районах от 1 до 5 заболевших за минувшие сутки. На настоящий момент главой Республики Саха-Якутия поставлена задача перед всеми органами государственной власти и органами местного самоуправления обеспечить безопасную встречу Нового года. Поэтому на настоящий момент наши учреждения культуры в пределах своего репертуарного плана должны осуществлять деятельность, исходя из требований Роспотребнадзора. Часть учреждений культуры уже начинают постепенно работу, начинают принимать зрителей с обязательным использованием рециркуляторов, масок, соответственно, и с использованием всех остальных правил по социальному дистанцированию. Поэтому, планируя свои, прежде всего, в том числе и новогодние мероприятия, планируя любые свои мероприятия, связанные со встречами с кем-то, хотелось бы, чтобы обращали внимание на то, что существуют новые требования, которые в обязательном порядке направлены для того, чтобы сохранять ваше здоровье. Заболеваемость COVID-19 в Ленске идет на спад. Показатели пока уменьшились всего на 2 человека, но в целом тенденция благоприятная. Информация районного оперштаба в следующем материале. Большая часть заболевших, это 115 человек, переносит COVID-19 в легкой форме и проходит лечение дома. Сложнее заболевание протекает у 50 человек. Все они пациенты инфекционного отделения. Подтвержден диагноз у 33 из них. В Витиме в инфекционном отделении находится 15 человек. Положительные результаты имеют 10 человек. У нас уменьшение на 2 больных с положительным статусом. То есть все в пределах нескольких человек, вот так оно и колеблется. Сегодня в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования Ленска проводятся профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Каждое утро для детей, воспитателей и родителей детских садов начинается с термометрии. Все данные заносятся в специальный журнал. Родители должны быть в масках. Обработка рук антисептиком обязательно для всех. С тех же процедур начинаются тренировки у спортсменов. Соблюдают правила безопасности, входят в зал в масках. Проверяем температуру, обеззараживают руки, идут в раздевалку, в масках выходят в зал, и только здесь в зале они уже при работе с мячами и разминке снимают маски. За исполнением всех профилактических мероприятий следит Роспотребнадзор и районная администрация. Контролирует соблюдение профилактических мероприятий у предпринимателей района административная комиссия. Проведен 51 рейд. Проверено 206 торговых объектов. По результатам рейда административной комиссии было составлено за нарушение указанных указов главы республики 11 административных материалов, по которым 2 юридического лица были подвергнуты штрафу, 9 должностных лиц продавцов были привлечены в виде предупреждения. Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле главы муниципального образования Ленский район. Те, кто игнорирует установленные требования, вынуждены будут оплатить штраф. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. С декабря зрители вновь смогут посмотреть любимые спектакли, новогодние представления театров Якутии. Рекомендации по организации работы направлены Министерством культуры и духовного развития. При этом решения об открытии будут принимать руководители учреждений. Министерством проведена проверка учреждений культуры на соблюдение требований Роспотребнадзора. Там установлены бесконтактные дезинфекторы для рук. Есть приборы для измерения температуры, одноразовые маски, перчатки. Билеты можно приобрести бесконтактным способом. Нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Установлены рециркуляторы как в фойе, так и в зрительных залах. Театрально-зрелищные учреждения полностью готовы к встрече со зрителями.
С сегодняшнего дня официально заработала переправа Покровск, второй Жимкон. Проезд разрешен автомобилям массой до 3 тонн. Дальнейшего повышения грузоподъемности не будет. Обустройством и обслуживанием переправы занимается администрация второго Жимконского наслега. Что касается переправы Махсагалох-Качикадзе, то в этом году она откроется, когда лед на этом участке реки достаточно окрепнет для проезда транспортных средств массой до 10 тонн. По нашему району везде разная толщина. Местами даже открытая вода, полынья. То есть гарантии нет, что там можно проехать. Вот это место у нас конкретно мы проверили. То есть здесь соответствует, тут 40 сантиметров лед. В Махсагалохе в данный момент там 30 сантиметров всего лишь лед. Поэтому это очень мало. 50 сантиметров надо. Жители нового микрорайона в городе Якутске стали заложниками снежных завалов. Они перегородили путь от частных домов до большой земли. Абсолютное бездорожье может стать причиной многих проблем. В ситуации разбирался Дмитрий Тымыров. В 13 километрах от Якутска за селом Хатасы застраивается новый частный микрорайон Тускул. Здесь возведено уже более 50 домов, проживают в основном многодетные семьи. Проблема расчистки дорог от снега им знакома, но в этом году все стало намного хуже. Совсем все замело. Маленькие машины, вот эти пипетки все застревают. Вот. Люди вообще пешком ходят. За хлебом. За водой. Наша съемочная группа также не стала исключением. В итоге нам пришлось оставить здесь машину, потому что техника дальше здесь не проедет. И мы с оператором до людей, которые к нам обратились, будем идти пешком. Вот по этой дороге. Проехать по таким дорогам могут только большие машины. Малогабаритные легковушки сразу утопают в снегу. Вот сейчас я выехал из дома где-то почти час. Нету дороги. Все замело. Как снег выпадет, сразу все заметает и все. Дороги нету. Жители частного сектора бьют тревогу. В таких условиях жить не просто сложно, но и небезопасно. Тут не могут заехать спецтехники. В том числе скорая помощь, пожарные. В прошлом году даже ребенка мы выносили на дорогу скорой на руках. Это около километра надо пройти, чтобы с ним дойти до дороги. Да, также потом пожарная у нас тоже. В прошлом году пожар был, тут соседей полностью сгорел дом. И даже проехаться пожарные машины не могли. Потом электрика, когда заезжает, тоже тут бездорожье полностью. Очень-очень. И сейчас мы даже фекалку, водовозку вызвать не можем, потому что нету дороги. Дело в том, что в этом году коммунальные службы столицы попросту отказались обслуживать данный участок города. Недавно писали письмо, и нам отказ пришел, в связи, что денег нет. В этом году и в следующем году, И там же я звонил в приемной Сорокину, и нам сказали тут, обращайтесь куда хотите. У нас только мы обслуживаем центр города. И также мы на имя его главы Григорьева, писали письмо. А он отправил Хатасы, Даже не знает генплан города. Это же территория города Якутска. В свою очередь в администрации столицы нам так прокомментировали ситуацию. Если бы участки были освоены согласно проекту планировки и все проезды ему соответствовали, МКУ СГХ нашло бы решение вопроса. Также на сегодняшний день констатируется дефицит бюджетных средств, в то время как МКУ СГХ осуществляет свою деятельность в пределах доведенных лимитов. Между тем, жители микрорайона сейчас видят лишь один выход – обратиться с жалобой в прокуратуру города. Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Якутск. Чистить проезжую часть после обильных осадков продолжают в Нерюнгри. В период работы техники движение ограничено. Каких улиц это коснулось, расскажет Ирина Кичигина. В данное время снегоуборочная техника выехала на улицу Чурапчинская. Работы будут проходить в период с 7 по 9 декабря. Отдел дорожно-транспортного хозяйства города Нерюнгри просит водителей соблюдать внимательность и осторожность и предупреждает, что в этот период проезжая часть будет перекрыта. В период с 4 декабря по 6 в ночное время выполнялись работы по вывозу снега, по вывозу снежных валов, которые образовались у нас в треугольнике видимости проезжих частей.
также с пешеходных переходов выполнены мероприятия по вывозу снега и с автобусных остановок. Работа по расчистке от снега ведется в несколько этапов. Сначала на улицы города выезжают специалисты для выявления и оценки необходимых работ. Далее выводится снегоуборочная техника. И в заключении проводятся посыпочные работы. Таким образом, удается справляться с гололедом и образованием снежных валов, образованных на обочинах и в местах разделительных полос. Все проблемные места были обозначены организацией и были в полном объеме выполнены мероприятия по вывозу снега. В дальнейшем будут также организовываться объезды и выявляться потребность в вывозе снега, выполняться мероприятия по вывозу снега. На сегодняшний день весь процесс механизирован. В нем задействованы 6 единиц техники. 2 единицы для распределения противогололедных материалов и для механизированной снегоочистки задействованы автогрейдер, погрузчик и 2 самосвала. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Нерюнгри. В столице Алмазного края в новогоднюю ночь прогремит самый масштабный в Якутии салют. Городская администрация готова заплатить 1 миллион 300 тысяч рублей. Высота салюта будет достигать 300 метров и сопровождаться не менее 17 пиротехническими эффектами. Продолжительность панорамного салюта будет длиться не менее 5 минут, а музыкальное сопровождение прозвучит по всей территории города. Со слов начальника управления культуры и молодежной политики, такие требования выдвинуты для того, чтобы предотвратить скопление горожан. Высота фейерверка позволит наблюдать за представлением с любой точки города. Это были главные события понедельника. Наш телеканал продолжит следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до свидания.